Внимание! Поздравление заместителя председателя правительства Российской Федерации, полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева. Уважаемые жители Якутии. Якутия – особая земля. Самый большой регион самой большой страны мира. Суровый климат и талантливые люди – первое, что приходит на ум, когда мы говорим о Якутии. Республика Саха-Якутия – это полная рыба реки, бескрайние леса, недра таящие, богатые запасы алмазов, нефти, золота, угля. На долю Якутии приходится 20% валового регионального продукта Дальнего Востока. Ювелирные украшения с якутскими бриллиантами носят практически во всех странах мира. Каждый третий бриллиант на планете из Якутии. Опираясь на традиционные отрасли, регион уверенно развивает передовые технологии. 85% IT-услуг Дальнего Востока экспортируется с территории Республики Саха-Якутия. Стремительно меняется внешний облик Якутска, столицы региона. Немало делается для того, чтобы он становился красивее, комфортнее для жизни. Развивается образование и медицина. На протяжении десятилетий в регионе строится не менее 10 современных школ в год. Совсем скоро откроются новые медицинские центры. Детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» станут доступнее телемедицина и санитарная авиация. Принятый по решению президента Российской Федерации механизм дальневосточной ипотеки позволил улучшить жилищные условия почти 7 тысяч жителей Якутии. Сегодняшние достижения республики опираются на крепость духа жителей Северного региона. Более 11 тысяч жителей Якутии награждены орденами и медалями за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны. 24 было присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня Якутия отмечает сразу две знаменательные даты. 390 лет со дня вхождения в состав российского государства и 100 лет со дня образования Якутской Советской Социалистической Республики. Поздравляю вас с праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго. Поздравления первого заместителя, руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Владиленовича Кириенко. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – столетием образования Якутской АССР. За вековую историю становления государственности уникальный своими природными богатствами край стал стремительно развивающимся регионом, где сегодня живет и процветает многонациональный народ республики. Именно якутская земля почти 4 века назад стала опорой России в освоении и изучении новых территорий Дальнего Востока и Северо-Востока Азии. Столетиями народы Якутии разделяли невзгоды и великие победы России, защищали родину на полях сражений и приумножали благополучие нашего государства в мирном созидательном труде. Самобытные культура республики, литература, искусство являются не только неотъемлемой составляющей культурного наследия нашей страны, но и прочным фундаментом для современных инфраструктурных и экономических проектов не только в России, но и за ее пределами. Зародившиеся тысячелетия назад традиции, бережно хранимые народом и передаваемые из поколения в поколение, не утратили своей актуальности и сегодня. Подтверждением тому прекрасные строки Олонхо. На гребне древних веков, в орбите канувших лет, в отдаленные времена предки нынешних 7 улусов на счастливом лоне благодатной земли начали расцветать. Желаю вам процветания, мира и добра. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 –
Сақабыт серин күнді маны, олықтоқтора онна, ытык маны, ылжыттара. Сақа республикатын сударыстыбаннаға төріттеммеде, сүйс сыллақ хүбілуейдәк, онна сақа сере Россия составыгар кирбиде, 390 сылын белиетир, ытык күммүт үнне. Дорогие якутяне и уважаемые гости республики, начинаем торжественное мероприятие, посвященное столетию образования Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав России. Наши дети – будущее республики. Всех встать. Вносится государственный флаг Российской Федерации, флаг Республики Саха-Якутия, флаг Якутской автономной советской социалистической республики.
Просим всех садиться. Приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Дорогие друзья, приветствую вас по случаю столетия Якутской АССР. Образование республики стало важной вехой в истории национально-государственного строительства в нашей стране, способствовало социально-экономическому развитию региона, сохранению языка, самобытного культурного и духовного наследия живущих здесь народов. За минувшие годы в Республике Саха-Якутия были возведены города и поселки, созданы и успешно действуют предприятия перерабатывающей промышленности, топливно-энергетического и лесного комплексов. Открыты и осваиваются месторождения полезных ископаемых, совершенствуется транспортная инфраструктура. Жители республики с огромным уважением относятся к уникальным традициям и обычаям многих поколений своих предков, берегут первозданную красоту суровой северной природы. Убежден, что вы и впредь будете добиваться достойных результатов в интересах родной республики и всей России, вносить значимый вклад в решение масштабных общенациональных задач. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Для приветствия приглашаются глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константин Иосифович Косачев, первый президент Республики Саха-Якутия, государственный советник Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев.
Слово предоставляется заместителю председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константину Иосифовичу Косачеву. Уважаемый глава Республики Саха-Якутия, дорогие друзья, по поручению председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко имею честь огласить ее поздравительное послание. Главе Республики Саха-Якутия Николаеву, председателю Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия Еремееву. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемый Алексей Ильич, поздравляю вас и всех жителей республики со столетием образования Якутской АССР. Вековой юбилей республики предоставляет замечательную возможность вспомнить о ее славной истории и значимой роли в укреплении российского государства, а главное – положить начало новым свершениям и достижениям. Колоритная якутская земля отличается выдающимся этнокультурным наследием и замечательными природными богатствами. В ее летописи немало ярких страниц, судьбоносных событий, имен знаменитых людей. Путь становления Якутии не был простым, но все испытания были успешно преодолены благодаря искренней любви ее жителей к своей малой родине, их созидательным устремлениям, таланту и плодотворному труду. Сегодня Республика Саха-Якутия является одним из интенсивно развивающихся субъектов Российской Федерации. Внушительный промышленный, научно-образовательный и кадровый потенциал, современная социальная, транспортная и инновационная инфраструктура, а также значительная минерально-сырьевая база обеспечивают высокую инвестиционную привлекательность региона и открывают перед ним неограниченные перспективы. Органы государственной власти республики многое делают для стимулирования предпринимательских инициатив, реализации масштабных проектов во всех сферах, улучшения качества жизни людей. Уверена, что Якутия и впредь будет активно участвовать в решении общенациональных задач, наращивать возможности для дальнейшего движения вперед по широкому спектру направлений. Желаю мира, добра и процветания. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемый Михаил Ефимович, друзья, еще буквально несколько слов от имени коллег по Совету Федерации. Я возьму смелость утверждать от имени всех субъектов Российской Федерации, ведь наша палата – это палата регионов. Мы искренне поздравляем вас с этой круглой датой, которая действительно позволяет осмыслить прошлое, но самое главное – наметить планы на будущее. И Республика Саха-Якутия подошла к своему юбилею уверенно и достойно. Несмотря на известные и во многом суровые, объективные обстоятельства вашей жизни, вы впереди. Вы впереди по очень многим показателям, которые определяют и уровень развития, но самое главное – качество жизни людей, которые живут в том или ином субъекте Федерации. Здесь, в Республике Саха-Якутия, созданы все необходимые условия для благополучного
развития, для ощущения каждым из вас своей роли в судьбах великой страны России, для уверенности в вашем будущем. Поздравляю вас искренне с этим замечательным юбилеем. Уруй Айхау! Слово для приветствия предоставляется первому президенту Республики Саха-Якутия, государственному советнику Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву. Өтөк маны сақам жана. Бүгін беге сақалар Остория бітігер ұлытчалақ события бол бұд. Беге олақ бұтын түрдіттен оларып бұд. Государственного лыбыт, сүйсілін, үйерен көтін. Улахан олақ бұтыға секейлердәк көрсет бітінен мен улаханның астынан тұран әгені біз бүтінні күтін еті өрілі күнінен әғадділі яқпен бағарауын. Дорогие сограждане, история прочитывается не только нашими глазами. История становится историей, если мы пропускаем ее через свое сердце. Каждый житель нашей республики глубоко понимает эти дни, насколько знаменательное событие было совершено нашими предшественниками 100 лет тому назад. Азиатской части Российской Федерации мы, якуты и жители нашей территории, впервые за всю историю Российской империи получили право автономии. Вот этим надо гордиться. Мы раньше, чем буряты, тувинцы, хахасы, калмыки получили право автономии. Это было совершено выдающимися нашими представителями якутской нации, молодыми юношами, кому было 25 лет, кому 27, до 30 лет практически. Вот эти ребята, мы сегодня назвали бы их ребятами, сегодняшнюю молодежь 25-летних, но они закаленные в боях гражданской войны, в боях революции, именно добились своим умом, своими способностями, своими волями право получить автономию в нашей якутской земле. Я прошу почтить память лучших сыновей нашего народа Саха минутой молчания. Спасибо. Наш путь столетний до сегодняшнего дня был непростым, как всегда трудным, поскольку мы связали свою судьбу великим русским народом. Были огромные достижения, подъемы, но были и трагичные дни.
Максим Кирович Амосов, его единомышленники обрисовали будущее Якутии. И громадным достижением их смелого ума было такую громадную республику развивать, только опираясь на науку. И впервые в истории Советского Союза была сформирована большая экспедиция, рассчитанная на 5 лет по просьбе, по инициативе Максима Кировича Амосова. Эта экспедиция успешно работала на территории нашей республики по 25-30-е годы. Именно итоги этой экспедиции заложили крупными мазками будущее современной Якутии. Именно после работы этой огромной экспедиции, где были мобилизованы ведущие ученые, академики, профессора, доктора наук страны, Якутия начинает развиваться, высшее образование, приходит наука, появляются местные кадры, и они закладывали фундамент сегодняшней Якутии. Были трудные годы, особенно годы гражданской войны. Невзирая на это, правительство республики выделило 60% расходов этой экспедиции своего маленького бюджета. Это говорит о том, что люди действительно, находясь в очень трудных жизненных условиях, не жалели и дали эти средства работе этой экспедиции. Мы должны помнить так, чтобы этот путь был продолжен, углублен. Я горжусь тем, что наша республика в результате большого конкурса завоевала право образования у себя в республике Национального образовательного центра мирового уровня. Это благодаря деятельности, энергичной деятельности нашей главы Айсена Сергеевича Николаева, который упорно и настойчиво, мобилизуя внутренние научные силы, добились такого успеха. Я желаю НОСу нашей республики огромных достижений. Шла война, наша территория, гражданская война. После этого, через определенное время, началась Великая Отечественная война. Конечно, лучшие сыны нашей республики первые годы были мобилизованы на действующую Красную Армию. Всего с Якутии с населением того времени 400 тысяч человек было мобилизовано 60 тысяч юношей. Самые работоспособные, самые образованные, интеллект нашей нации. К большому сожалению, из них более 30 тысяч человек пали в поле брани. Но в результате неправильной политики местного руководства, республиканского руководства у нас в эти годы страшная беда была. Беда в каком отношении? Некоторые моменты связаны с природой, большой засухой, а некоторые от неправильного именно руководства республики. Люди погибали от голода. Более 60 тысяч, практически 2 раза больше людей у нас погибло, находясь десятки тысяч километров от поля брани, поля боя,
у себя в родине. Итого за годы Великой Отечественной войны в фронте и у себя мы потеряли 1/4 часть населения республики. Это страшная трагедия для нашего народа, которая сказалась и последующие годы. И появился в это время человек очень волевым характером, смелый, будучи заместителем председателя Совнаркома республики Илья Егорович Винокуров, который настойчиво ставил перед республикой, руководством республики, но, видя, что не принимаются конкретные меры, обратился непосредственно в Центральный комитет партии. Вот такой мужественный человек, храбрый человек, не военное время, трудное военное время, жертвуя своей должностью и своей жизнью, он поставил и пригласил большую комиссию, чтобы разобраться с положением Якутии. И комиссия приняла все его доводы, и был снят председатель Совнаркома и первый секретарь обкома партии. В последующем Илья Егорович стал и председателем Совета министров Совнаркома, и первым секретарем. Илья Егорович мужественно защищал интеллигенцию от ярлыка, от обвинения мимо, которое приписывалось в то время о национальном буржуазизме в республике. После этого, после военные годы, конечно, мы развивались уже другими темпами, закладывали прочный фундамент, и пришел человек, который поднял, сделал Якутию практически современной Якутией. Это говорил Иосиф Чиряев. Это при нем были построены Вилюйская ГЭС, города удачные, Айхал, Мирный. Совершенно на пустом месте был построен город Нерюнгри. И когда в 1974 году приезжал к нам Алексей Николаевич Косыгин, будущий председатель советского правительства, он убедил, доказал дальнейшее развитие. И Алексей Николаевич торжественно в активе заявил, что 4-я металлургическая база будет в Якутии. Не это ли гигантский ум, не это ли воля, характер человека, руководителя? Поэтому республика всегда зависела от своих руководителей. Какой руководил республикой, такими республика была. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать следующее. Уважаемые сограждане, мы давайте в эти непростые дни сплотимся вокруг Айсена Сергеевича Николаева, поддержим его, будем с ними вместе, как единый народ, единое общество, как вы в свое время, тяжелейшие годы, 90-е годы, поддерживали меня, и именно мы вместе были и вместе добивались успеха. Я желаю прежде всего народу Саха, именем которого названа наша республика, всех трудящихся республики. Давайте еще раз мы осознаем свое место в Российской Федерации. Наступают непростые дни. Практически многие страны ополчились против нас. Различные санкции, экономические, политические, военные. Это, конечно, добру не принесет. Но пусть они не рассчитывают. Русский характер, русская воля. И сегодня дух, душа, духовность для нас всех, якутян и русских, непростые слова. Мы хотели бы напомнить им,
что у нас есть реликвии, есть величайшие поля, которые названы, овеянные славой. Это Куликово поле, это Прохоровка, это Бородина. Пусть Запад еще раз проверяет на нашу волю, наш характер, и мы победим. Победим, потому что у нас есть дух, сильный дух, душа и духовность. Үйе састукары сайда тур сахабнено, сакамсиря. Слава Великой России, слава Якутии. Спасибо. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Ütüktабыллах сақам сирен жоны хәргеті. Рақтан чуастан кәлбет үті маны ылжыттар. Көнді доғыттар. Бука барғытын бүйінгі үріләқ үмітінен, республика бұд үрігөйді юбилейінен, 100 сыл бұтынан, итетік істенlik арделебін көңілі. Республика бітін ұлықта бұд ұлу жон бұтығар. Дойды бұд хайдығытығар терек бол бұд үгіз көлвенлерге. Дерен үтіктал бұтын, онна мақтал бұтын кердеді. Сақабыт сирен бай историятынан, Улу Россияны катары бирге иннен декерелі ақты кардылан ерінен, кен туттар бұтын білдер яғын. Дорогие жители Республики Саха-Якутия, дорогие гости, дорогие друзья, я поздравляю вас всех с нашим общим праздником, с вековым юбилеем нашей Якутии. Указом нашего президента Владимира Владимировича Путина наше историческое событие получило общероссийский статус, подчеркнув его значимость для всей страны. 100 лет назад, 27 апреля 1922 года, Президиум ЦИК принял декрет об автономной Якутской социалистической Советской Республике. В этот день Якутия обрела государственность, начала свое стремительное движение к новой жизни вместе со всей страной. Вся тысячелетняя история нашей Родины предшествовала этому судьбоносному событию. Из глубины веков, со времен прародителя нашего народа Эллея, наши мужественные предки согревали огромную, суровую землю теплом человеческой цивилизации. 390 лет назад Якутия сделала свой исторический выбор, соединив навеки свою судьбу с судьбой русского народа, став частью великого российского государства. И Якутия стала форпостом России в освоении северо-востока Евразии, выхода к Тихому океану и на североамериканский континент. Переломная эпоха на заре XX века положила начало масштабным переменам, крушению прежних и поиску новых ориентиров для нации. Сегодня мы выражаем глубочайшее уважение сынам Якутии, стоявшим у истоков роста самосознания народа и идентичности в новом веке. Мы будем вечно помнить имена Платона Аюнского, Максима Амосова, Исидора Барахова и их соратников. Пройдя через горнило революции и гражданской войны, они добились для родной Якутии автономии в составе РСФСР. Они доказали необходимость статуса республики для огромного края с неизведанным еще, но уже очевидно гигантским потенциалом. Наши лидеры стали провидцами глубоких преобразований, стали творцами перемен ради будущего своей Родины. Их высокую миссию продолжили лидеры советской и современной Якутии. Илья Винокуров, Семен Борисов, Гаврил Черяев, Юрий Прокопьев, Михаил Николаев, Вячеслав Штыров и Егор Борисов. Символично, что спустя ровно 70 лет со дня провозглашения автономии 27 апреля 1992 года вступила в силу Конституция Республики Саха-Якутия,
утвердив незыблемость статуса Якутии в составе Российской Федерации. Дорогие друзья, 100 лет – это на самом деле короткий исторический срок. Но, оглядываясь назад, мы видим просто удивительный путь, пройденный за это время нашей республикой. 20 век Якутия встретила отсталой окраиной империи, где меньше 4% населения владело маломальски грамотой, где на всей ее огромной территории было всего лишь 7 маленьких больниц. С первых лет автономии молодая республика взяла высокие темпы в закладке новой экономики, создании гражданских и социальных институтов, преодолении острейших проблем безграмотности, бедности и болезней. 20-е и 30-е годы прошлого века стали для республики временем гуманитарного прорыва, создания национальной культуры, литературы и искусства, вобравших в себя традиции и ценности народов, населяющих Якутию. В созвездии блестящих творцов новой культуры особое место занимают выдающиеся просветители: Алексей Кулаковский, Өксекуллях Олексей, Анимпадис Сафронов, Алампа, Василий Никифоров, Кюлемнюр, братья Ксенофонтовы и целая плеяда их сподвижников. Эти годы, конечно же, были и временем потрясений, связанных с репрессиями, со сложными политическими противоречиями, но главным итогом стали кардинальные преобразования экономики и социальной жизни. Начало становления республики как индустриального центра северо-востока страны. В огненные 40-е годы Якутия вместе со всей страной стала на борьбу с фашизмом. Более 62 тысяч якутян воевало на фронтах войны. Свыше 38 тысяч из них отдали свою жизнь за Отечество, за освобождение всего мира от нацизма. В глубоком тылу якутяне трудились под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Собирали средства на строительство самолетов, танков для армии, пополняли золотой фонд нашей страны. Так, труженики Алдана, чей трудовой подвиг был удостоен в прошлом году высокого звания «Город трудовой доблести», конечно же, заслуживает сегодня отдельного упоминания. Якутия была центром перегоночной трассы Алсиб, которая соединяла Евразию и Америку, и которая стала одной из слагаемых победы в самой жестокой войне в истории человечества. Мы гордимся якутянами, героями Советского Союза, тысячами солдат Отечественной войны, гордимся тружениками тыла, всеми теми, кто приближал Великую Победу. После победы в кратчайшие сроки было восстановлено народное хозяйство. Началось освоение колоссальных природных богатств и создание промышленности Якутии. Эта история на самом деле сродни истории освоения космоса. Настолько невероятными сегодня кажутся масштабы преобразований, произошедших в нашей родной республике. Настолько велик был труд людей самых разных национальностей, якутян и жителей всей нашей великой страны, открывших богатство недр и создавших индустрию Якутии. Центрами роста золотодобычи стали Аймекон, Жукжур, Усьяне. Свыше 30 тонн золота Якутия ежегодно вносила в казну государства. Безусловно, неоценимый вклад в развитие отрасли внес наш выдающийся земляк Тарас Десяткин. Легендой стали имена Ларисы Попугаевой и Юрия Хабардина, Виктора Тихонова и Льва Солдатова, тысяч пионеров алмазной промышленности, строителей города Мирного. Венцом энергетики республики стала Вилюйская ГЭС, построенная под руководством Евгения Батынчука. Первопроходцы газовой отрасли начали разработку крупнейших месторождений и строительство магистральных газопроводов. С первых десятилетий автономии на территории свыше 3 миллионов квадратных километров развернулось развитие всех видов транспорта. Речник Афанасий Богатырев, летчик Валерий Кузьмин, тысячи покорителей северных дорог, водных и воздушных трасс стали символом прогресса Якутии. На рубеже 70-х годов республика стала плацдармом великих строек, местом силы и дружбы народов. На всю страну гремели имена героев Байкало-Амурской магистрали Ивана Варшавского и Александра Бондаря. Новую историю республики творили Виктор Бочаров,
Петр Федоров, Саима Каримова, Иван Пьянков, Анатолий Баулин, первостроители Южной Якутии, создатели Центра угольной промышленности в Нерюнгри. В эти десятилетия в суровых условиях Крайнего Севера росло уникальное сельское хозяйство, ставшее основой современного развития якутского села. До сих пор рекорды героев социалистического труда, табунщика Романа Константинова, оленевода Ильи Спиридонова, овощевода Екатерины Новгородовой, дойера Петра Павла Шарина остаются ярчайшим примером триумфа трудового человека. Друзья, образование Якутской АСР дало начало масштабному социально-экономическому развитию республики, а освоение ее природных ресурсов стало огромным вкладом в общий подъем всей нашей державы. Уроки истории убеждают нас, что каждый вложенный в Якутию рубль давал многократную отдачу всему Советскому Союзу. Уважаемые сограждане, развитие экономики – это важнейший стратегический фактор роста. Но я не устану подчеркивать одну непреложную истину, с которой, уверен, вы все согласитесь. Главное богатство Якутии – это ее люди. На первом месте всегда было и остается приумножение человеческого капитала Якутии, укрепление общества сильных духом людей, воспитанных севером и преданных своему Отечеству. Нашу республику строили и сейчас развивают настоящие патриоты, которые дорожат своей малой родиной и связывают с ней свое будущее. Трудом многих поколений современный облик обрели города и поселки, наша столица – город Якутск. Кузницей кадров и центром новых исследований стал Якутский государственный университет, где первым ректором был Аксентий Мординов. А сейчас Северо-Восточный федеральный университет, который с 1990 года носит имя Максима Амосова, является признанным флагманом высшего образования нашей страны. Научные школы мирового уровня Николая Черского, Павла Мельникова, Владимира Ларионова и многих других выдающихся ученых Якутии двигали вперед экономику и социальную сферу, формировали принципы устойчивого развития, сбережения родной природы и северных экосистем. Духовные ценности многонационального народа укрепляли корифеи мысли, писатели, художники, музыканты, олонхасуты. Незабываемые имена Дмитрия Сивцева, Сорону Моллона, Сергея Зверева, Кылуола, Георгия Башарина, братьев Даниловых, Афанасия Осипова, Марка Жиркова, Михаила Алексеева, Георгия Бессонова и многих-многих других. Представляя самые разные поколения, разные направления культуры и образования, именно они и их сподвижники стали для нас мерилом высокой нравственности. Также мерилом поистине несгибаемой воли нашего народа стал легендарный Роман Дмитриев. Ровно 50 лет назад своей олимпийской победой он возвестил всему миру о силе духа якутян. Уважаемые сограждане, наш народ проявил свой твердый характер и во времена лихолетия 90-х годов. Лидером республики Саха-Якутия во главе с нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым всем якутянам хватило смелости и мудрости перестроить общественно-политическую и экономическую систему, выдержать испытания, которые выпали тогда на судьбу всех поколений, на судьбу нашего государства. Республика смогла пройти этот сложный период с ощутимым приростом человеческого капитала. Именно в 90-е годы мы сумели выйти на передовые позиции по уровню образования, медицины, культурной сферы и промышленных отраслей. Давайте еще раз поблагодарим нашего президента первого Михаила Ефимовича за его работу, за его неустанный труд. И сейчас мы ясно видим, насколько далеко вперед за это время продвинулась республика, какие высокие темпы экономического и социального роста достигнуты. Друзья, мы сегодня снова находимся перед лицом непростых испытаний.
Весь мир вступил в эпоху коренных изменений глобального уклада. В этот переломный момент истории идет борьба за будущее планеты, за будущее нашей страны, будущее каждого из нас. Идет специальная военная операция за свободу Донбасса и Украины, за прекращение геноцида, развязанного украинскими фашистами против мирных граждан. А по самому большому счету за мирную жизнь и существование нашей России, за будущее нашего Отечества. И в этой сложнейшей борьбе наш президент Владимир Владимирович Путин ведет Россию к истинному суверенитету и геополитической безопасности. И наш патриотический долг – поддержать этот курс. Наш долг – сплотиться. Наш долг – сплотиться и отразить экономическую и идеологическую агрессию западных стран. У них на самом деле одна задача – подавить мощь нашей страны, расколоть общество, потрясти наши устои, заставить отказаться от главных наших ценностей. Но этому не бывать. Российский народ никогда не прогибался перед угрозами, от кого бы они ни исходили. В новом миропорядке, который сегодня создается на наших глазах, конечно же, роль Якутии в укреплении экономического потенциала России будет возрастать. Уроки последних месяцев убеждают, что нельзя полагаться только на огромные объемы золотовалютных резервов, причем храня их львиную долю за границей. Надо направлять национальное богатство на инфраструктурные и технологические проекты внутри страны, на развитие инновационных производств во всех регионах России. Для Якутии на ближайшие десятилетия это главная задача – обеспечение транспортной и логистической связности колоссальных территорий. При этом наши целевые ориентиры определены стратегией всей России. Сегодня новая геополитическая реальность требует разворота транспортных магистралей на восток, ускоренного создания северного широтного хода, развития Северного морского пути. Именно такие задачи ставит президент России. И в этом ключе важнейшим приоритетом является выход наших транспортных коридоров Якутии к океанам, Северному Ледовитому и Тихому. Строительство и реконструкция морских портов в Арктике станет важным фактором реализации крупных проектов недропользования и энергетики, станет фактором жизнеобеспечения инфраструктурного развития, а значит благополучия жителей нашей бескрайней Арктики. Огромные северные территории Якутии объединит устойчивая транспортно-логистическая система с выходом к речным магистралям и к Северному морскому пути. Свяжет воедино сеть торгово-логистических центров, сеть объектов жизнеобеспечения и коммуникации связи. Строительство газопровода на Аян, железной дороги из Южной Якутии к Охотскому морю расширит наш экспортный потенциал, а эти масштабные проекты создадут возможность развития новых транспортных коридоров на восток и вновь откроют выход Якутии на Тихий океан. Ключевыми звеньями транспортной связности Якутии станут обеспечение круглогодичного сообщения по федеральным дорогам Лена, Вилюй, Колыма, развитие сети региональных автомобильных дорог, расширение авиационных маршрутов. Стержнем транспортного каркаса республики сегодня становится железная дорога. Ее дальнейшее строительство от Нижнего Бестяха на Магадан позволит реализовать потенциал северо-восточных регионов страны, свяжет воедино огромное экономическое пространство. И, конечно же, связующим символом всех этих колоссальных территорий, символом силы и единства России на Востоке является, на мой взгляд, безусловно же строительство нашего Ленского моста. Важным для республики является дальнейшее развитие промышленности. В новых экономических реалиях мы должны не только развивать сырьевые отрасли, но и делать ставку на переработку. Для этого у нас есть все возможности, есть квалифицированные кадры, есть сырьевая база. Мы можем и должны создавать производство, чтобы обеспечивать себя, весь Дальний Восток, а если надо и всю страну, жизненно необходимыми материалами и продукцией. В новом столетии республики развитие транспорта, энергетики, промышленности приведет к созданию новых поселков и городов. Как в свое время создавались Мирные Нерюнгри, которую мы сегодня с гордостью называем алмазной и южной столицами республики. В новом столетии развитие будет означать масштабные непрерывные капиталовложения в инфраструктуру, в дороги, в новое жилье, ликвидацию аварийного ветхого жилого фонда,
современные объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта, формирование комфортной среды для жизни людей во всех уголках Якутии. Принципиально важно для нас развитие IT-сферы, связи, информационных коммуникаций. Важно ускоренное развитие внутреннего туризма с созданием современной инфраструктуры. Конечно же, в приоритете должна быть новая философия сельского хозяйства, которая через производство местных продуктов станет гарантией продовольственной безопасности республики, станет гарантией сохранения и дальнейшего развития якутского села в новом столетии. Друзья, я уверен, что, пройдя проверку на прочность в условиях санкционной войны, мы без жалости и страха избавимся от всего устаревшего и мешающего нашему развитию. Мы на 100% используем все шансы, все возможности, которые сегодня открываются перед республикой и ее жителями. Такие шансы в свое время 100 лет назад открылись перед Якутией. И мы видим пример молодой тогда республики, которая в кратчайшие сроки полностью победила безграмотность, победила туберкулез, победила трахому, бесповоротно изменила образ и качество жизни своих жителей. Сегодня Якутия – лидер Дальнего Востока по многим критериям человеческого капитала. Наша молодежь успешно конкурирует с выпускниками ведущих учебных заведений страны и мира. Якутский театр, кинематограф завоевывают престижнейшие награды, а национальные виды спорта успешно продвигаются по всему миру. Пришло время, когда человеческий капитал республики должен стать движущей силой преобразований нового столетия республики. Цель, к которой мы движемся, это восприятие Якутии как центра притяжения талантов и знаний, центра новых технологий и новых производств, восприятие нашей республики как место для самореализации каждого человека. И для этого нам надо поддержать атмосферу неоспоримой ценности образования, науки и технологий. Надо создавать условия для творческой предпринимательской инициативы, свободной от бюрократического давления. Надо стремиться к справедливости в доступности благ образования, равных условий для укрепления общественного здоровья и комфортной жизни якутян по всей Якутии. И это ответственность не только государства, это ответственность всех нас, всего нашего общества. Поэтому нам надо отбросить мелкие разногласия, противопоставление друг другу разных сообществ. Нам надо сохранять общественное согласие и укреплять взаимное доверие. Ведь расколотое общество не в силах противостоять угрозам и строить свое стабильное, процветающее будущее. Именно на этот раскол рассчитывают те, кому не нужна сильная Якутия, кому не нужна сильная Россия. Нам надо хранить нашу главную ценность – дружбу народов. За многие века якутский и русский народ сплотили представителей более 130 народов, которые сегодня живут в мире и согласии здесь у нас. Уверен, что наша многонациональная республика в новом веке своей истории, опираясь на наследие века прошедшего, будет еще более сильной и более целеустремленной. Уважаемые сограждане, якутяне, мы чувствуем огромную гордость за нашу с вами Родину, за славный путь, который Якутия уже веками идет вместе с Россией. Мы с полным правом утверждаем, что все достижения республики – это достижения всего ее многонационального народа. Я искренне благодарю вас, дорогие сограждане, за ваш труд, всех тех, кто живет и работает у нас в Якутии. Я желаю всем вам мира, добра, любви, здоровья и благополучия, успехов и процветания. Күнді бір дойдулақтырын. Республикави түргөйдөх юбилея бігігіні өссі түмөй енерінебін. Дойдугу тайдарыгар. Сақават сирен қаз бірді лоқтоға жоллы қолуын тұғығар бары бірге болуғын. Бұқа барағытығар жолы хоргуну улақантан улақан тетихилері ис сүрәк біттен бағарабады. Еще раз с юбилеем республики, дорогие друзья. Тургурдун, Саха-республиката, Тургурдун, Улу Россия. Просим всех встать. Флаг Российской Федерации,
флаг Республики Саха-Якутия, флаг Якутской автономной советской социалистической республики унести. Просим всех садиться. Начинаем театрализованное представление, поэму «Мистерию», и они продолжили творение мира. Әлләй бит сағаттан ден, итағали түстүр, келер кемек керехелир, жүхүйі бүтін, сағалы бұт. Хотя всегдашними снегами покрыта северна страна, где мерзлыми борей крылами твои взвивает знамена, но Бог меж льдистыми горами велик своими чудесами. Там Лена чистой быстриной, как Нил, народы наполняет, и бреги, наконец, теряет, сравнившись морю шириной. Үсүллер үестэх, өрүскеннэх сүйрүктэх, өргөйтэх, өлүөнэ бехотун, ычаттарын ыңырталан, кыргыттарын кытаттан, оголорун колботтон, 90-нук долгун нуран, күүстәхтик көмөлләнән, калыаннык калгахаланан, илин Сибир утун ирден туран иңнери тардан, коту Сибир утун котуула хүлүгердик комуя тардан, ортодойду улуу үрәгә буолан, улуу туян уарадыян, андайды аттаг үрәгә буолан, айгыз танай махыян, аянна таңары тебе тоготтор. Благословенная река, матушка Лена, из глубины веков несешь ты воды свои, даруешь жизнь всему живому. В твоей долине поколения предков наших растят детей, создают, приумножают богатство земли в покое и в радости. Эллей, эм бүгүн илискеннәк сүйрүктәк, өлүөнэ бебит, бүлүмөк көмөлүн күстәк күннен көңү түрияни херин көрүөң. Көрүй! Муз хамсада! Муз
Оғырым, Саша Невскай, көрірі болар. Великая река Лена, в твоем быстром течении отражаются тысячелетия. Ты для нас дорога жизни и источник блага. К твоим берегам мы пришли и творим историю, строим республику. Северный край отчизны, священная земля. Мы сохраним тебя для грядущих поколений, для будущих детей. Вспомним великие имена родного края и республики. Лена, ты помнишь все. Oyum, iti oğu kayga elle hebit sağattan diyen etellerdi. Elle sakat örde bolbut, ağam bastıkından hığıspıt, süze bügöbüp bola. En kini ıtık atından attan mıtın. Yat oyum. Былыр гыжаллар бұлтақ тақмын дағларығар, ұрып күдікілер сұлуға орғаларығар. Бұл үшізлер өстәғ өдөлерінен ұттан кәлін. Әбігәбет әрбәрді әлләй батыр бейгі дойды бұтын. Сақа серем бұл бұт әбетәхі. Эллеем звали нашего предка, прародителя народа Сака. По силе, храбрости и мужеству был Эллей лучшим из мужчин. Он распространял и источал вокруг себя благо. Он пришел сюда по реке. Жители здешних краев признали в Эллее человека родовитой породы и наделили его круторогими коровами, табунами белых кобылиц. Эллей мудро и верно рассудить спор, знал, как воздать всякому по его месту уважение и почет. Говорят, ему не было равных в знании ремесел. В легендах и песнях воспели его имя. То был прародитель народа Сака Эллей Батур. О, оломус мажоолақ, кығырмус кығалақ, кырай кығын дойдудугар, үнанның жекеттен көрінен көтіғілен кәлбет уран қай, кемгеней. Мен юемен тибет үрдік атым, уынан тибет ухун сурағым, әрейдәқ бұруйдақ әрберді Эллей Батур ден болабын.
Тірейдәқ бұруйдақ әрбәрді әлләй ботыр. Әнтәрі-тәрі оң төлкіленнің диеммін, улу бұруан унардың диеммін, кыспын анчыңыйы, қойғы сытары қоланнақ дор оңығын ден, уру түлгетін тәрейдім. Бу курдук толоруй гулах, байым быяңнах, улу түхүлгени, тогуз үйе тухары туругурдан терейбит теребит, агыс үйе тухары аргырдан арыйбыт теребит. Ол курдук кинилер, үйе саас тухары, үйелех илитериненнер, аготу оттоннор, үс саханы үйескетен, төрө-төрө голору төлкөлөнөн, иитер сүйөһүлөрү күрүөленен, уран кай саханы уухатан, дуулага туйгуттар, ортодойду нюругар, олох суян үйескеннер, олор буттара бите үһү.
А здорово, что мы Сашу взяли с собой. Хорошее имя у тебя, Саша. Александр. Был такой защитник русской земли, Александр Невский. Слышал? Да, в школе учили. Был такой князь и русский богатырь. А знаешь, Эллей, что Невский жил в то же время, что и наш прародитель Эллей? Нет, не знал. Когда напали на русскую землю рыцари-крестоносцы, он собрал вокруг себя народ и пошел против врагов. Имя России, святой благоверный князь Александр Невский, дивный, озаренный лучами святости образ истинно русского человека из глубины минувших веков встает перед нами в лице Александра Невского. Светлый ум, могучая воля, беззаветная преданность своей родине и беспредельная любовь к Господу Богу. Победив на ледовом побоище, Александр Невский направился в Каракарум для переговоров с монгольским Батый-ханом, чтобы сохранить и собрать силы
русского народа. Истинно мне сказали, что нет князя, подобного тебе на Руси. Вручаю тебе пайдзу на княжение и даю в помощь верного побратима Сартака с его войсками. Оборону будем держать на западе, а друзей искать на востоке. Не в силе Бог, а в правде. Но кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Великий князь Киевский, Владимирский и Новгородский. Эллей ботур, егер икке тахтах бихинугуттан, жулка кантаны яхтанан, одун кантан оңохуланан, боско бастах борон уран кайы тенитер үксетер төлкөлөнөн, алгыстах артыппын арыяр, улуу сайсары ытып кытылыгар үктеммит белиебин, ытып сергебин, туруаран әребин. Айылартан сеттереммин, итағал кымын сағар, түңнестібет түөрекпин, илгелах алгыспын түһердәгім боллун.
Үдүрүйбет бүтүн оңоһуулаах, саха уухун тенитер, төрүөх бүттен аналбын, түстәтәғым боллун. Сәтте күйхім, үс саха бейхін уухун вескеттилер, 9 уолум 30 улус бейхін уухун тениттилер. Орой, ойгу боллун. Айқал, айылгы боллун. Эллей спас из забвения культуру народа Саха и стал прародителем его. Он был воином Ботуром, правителем Иль-Дарханом и первым жрецом Айы-Оюн. Александр Невский спас русский народ от тевтонцев и нашествия Батыя. Александр Невский почитается как спаситель земли русской, народа русского и веры православной.
Он был великим воином, стал правителем и был причислен к лику святых. Эллей Потур и Александр Невский оба стали предтечей государства российского. Путями великих свершений сложился многовековой духовный диалог народов, который является высочайшей планетарной ценностью. Через Якутию пролегали пути просвещения, духовного окормления многочисленных народов – якутов, эвенов, эвенков, чукчей, юкагиров, долган, алеутов и многих других. Якутия стала форпостом освоения Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки. Православные священники изучали язык местных народов, вели первые научные, географические и культурные исследования. Среди них был Иннокентий Вениаминов, будущий митрополит Московский и Коломенский, святитель Иннокентий. Указ императора Всероссийского Петра Великого. Приказываю капитану Берингу учинить великую северную экспедицию и составить карту северных берегов империи Российской, изведать, где в море студеном края Отечества нашего и сколь далеко на норд они уходят. Лейтенант Прончичев. Я. Штурман Челюскин. Я. Лейтенант Овцин. Я. Лейтенант Лосиниус. Я. Клянемся исполнить волю государеву. Поклянемся мы это слово ни в каких боях, ни в каких снегах не забыть. Начатое свершиться должно. Силой
февраля 1917 года проделал я долгий путь на друге моем коне. Огромна Россия, а Якутия сколь беспредельна. Сотни тысяч верст. И поставил я 3 коновизи по 3 сторонам горизонта. Тревожно на душе, поэтому написал я письмо, послание к якутской интеллигенции и поэму «Сон шамана». Горит надежда на светлое будущее народа. Я должен быть там, где наиболее тягостно народу моему. Алексей Кулаковский. Жон омой бай оғоннортон ыла охтон бербет оңохулах омукчан оғото этибит эллей эһебит сағыттан ыла эмсеғалан бербет эрейдәхтер этибит ол боллағына сетте он сетте жибе жибилгеттерин Жэс эмегет гынан, испитигер иңерен, ие куппутун итиехтиегин. Ағы хуон ағыз, арас албастарын, алкыян ылан, ап гынан салгын куппутун алып тыағын. Тоғу хуон тоғыз, кудай кубулғаттарын, кужуян ылан, Бор куппутун буғаты тыағың. Дирбен дарбан күннерге, дирбен дарбыян тураммыт, көнөр көңілі көрдеук бүт, көміс салоны көмеук бүт, тибилах тиктах күннерге, тибиен табыян тураммыт, бай жон батталым барық бүт, барбақ жоннор бархарық бүт, саталақ саргылақ күннерге, сатаян саңаран тураммыт, Сақы жаны салайық бүт, саппат саспат саргылық бүт. Дорхан долгун күннерге, долгуян оргуян тураммыт. Кыранарат кыйық бүт, кырыс бағын бұйық бүт. Кығар сардан оғытуғар, кыл үйеби жолуғар. Уғын тұскул тұтақ бүт, ұруй айқал әтеқ бүт.
Ölüne ebebit teretin, bu ustan alayan nelehiyesi tara üçügeyin. Sepkeda ebbit uçudalbıt öksökülägülöksey. Sana olokko sangalı üleliyekka. Urukku barıta umnulunnun. Максим! Максим, Москва, Танихей! Өрі күппіт автономия бұт олақтанна! Сақалар! Сақабыт денер туспа автономиялақ болы бұт! Мантанинне сақасыра бәйетін кағын білінәқтәк! Бұлаты, білі оңғылланырыр олонқо ден сүз сыллақ ұлу бұланыр қайдағады. Якускай корот кебе келіті тұпсуға, бұғыта тағатылыр еға, табаға қайты таң қаңалас қайты ғардылы темір бетон таз желер жерге ектірі, құрыстал таз дыбарыстыр күлімірді ектірі, Жәңкір тас улуссанан килбейеға, арастыр отамаға оңор күтін көрдір бәккіна, үрді үйнен тақсыға. Бұбур қақылырық тақта тоғына, боқсуылақ ұлу мәккөр урайдағына, сір ие құтын сирейттен сежігір бет сігілі тәсіп піллеға, сирей қараға сыланетар сыты түрім сибәккі, Сири бору көрдір бәккі, сирилетчі үйнен тақсыға, отчатағылық үреті тойыға, олың қатақана атым болуға. Турың, турың, тойың, турың, турың, жүктарың. Күнді ұдықманы ұлжыттар бұд, таптырыры бұтын, бұқавары ұллағығын. Преклоняемся перед великими именами отцов-основателей Первой Республики, Якутской автономной Советской Социалистической Республики, Максим Аммосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Аржаков,
Иван Винокуров, Анимпадист Сафронов Алампа, Василий Никифоров Күлүмнүр. Благодаря их великим реформам и титаническим трудам мы сегодня отмечаем событие эпохального значения — столетие нашей республики. Отцам-основателям ура! Keçike, кере, нарын keçike, таптал отун уматех, татыйыгы ыллатех. Эллей, кери, үчүге ен әлүәне бәбіт устанамылы ясытара. Көрәбіт тойты бұтара илғата. Кехені туймартыр мутукчатын дыргыла. Бәл, кехи сүрағын көрбүтінен кирер кетылы. Оннук кәчик, буманна биһиги саңа жээлери тутан тахарыхпыт, саңа ологу, саңалы олохтуокпыт. Эчикеретиен, бу курдук мелчү жоллох болбут кихи. Satsın satsaradı, sayara kalan saradı, sandalgın taksıtı, salgın siga katite. Satsın satsardı, salır appın altarı, anarık takıyüneten albar. Ben taradı naniya, satsın satsar da kırgıtlar var tiyamye. Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Энмеха каянда сурукта сурия. Брасты. Эллей доғырын. Саралақтан самнына. Оқтуна. Нейгін көйге. Мен каянда тыынна әргеллен келеғім. Итеғай. Эллей. Мен әйегін көйдім. Мен каянда тыынна әргеллен келеғім. Кәчик! Мен әйегін қаянда көйдім.
года. Помните, бьют никогда. Помните, памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Люди, перед знаменем победы встаньте. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Спасибо. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же синеве. Keçik! Из-под Keçik! небес Keçike! Kere! Narın keçike! Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал, народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади пели свой сонной, загрелся народ старый год. Восстали израненным битвам гармонилась русский грохот. Вместе со всей великой страной после суровых военных лет в Якутии произошел небывалый подъем народного хозяйства. Геологические экспедиции открывали обширные месторождения полезных ископаемых. Так появились города Нерюнгри, Мирный, Удачный, поселки Айхал, Чернышевский, Беркакит, Депутатский, Звездочка, Светлый, Солнечный, Алмазный и другие. Никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Светит незнакомая звезда,
Снова мы оторваны от дома, снова между нами города. Взлетные огни аэродрома, здесь у нас туманные дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди у нас в России есть. Внимание! В Якутии найден первый алмаз! Закурили трубку мира. Табак хороший. Якутия табак вперед! отличный. Россия вперед! Время вперед! Сегодня мы с благодарностью называем имена руководителей Второй Республики Саха-Якутия, республики конца 20-го столетия и начала 21 века, первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева, президентов Вячеслава Штырова и Егора Борисова. 90-е годы были ознаменованы подъемом национального самосознания. Творческая интеллигенция Саха и Андрей Борисов поставили новую веху в развитии республики, открыли серебряный век якутской культуры рубежа веков. Героический эпос народа Саха Олонхо признан ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества. Мы благодарим наших учителей, строителей, инженеров, врачей, тружеников села, горнодобывающей промышленности, которые трудились на благо республики. Сегодня под руководством Айсена Николаева идет становление Третьей Республики. Нового этапа строительства республики начинается отсчет нового столетия. Калла
округов Республики Саха записали на флеш-картах послания будущим поколениям, где рассказали о своих надеждах, мечтах и образах будущего. На сцену приглашается глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Айсен Николаев помещает в капсулу времени символ культуры Якутии – хамус, древнейший музыкальный инструмент. Якутский хамус звучал из космоса на борту Международной космической станции. В Якутске есть священная гора Чочур-Мыран. Она издревле известна как сакральное место Якутии. На ее вершине во знаменование столетия республики и года культурного наследия будет установлена статуя легендарному первопредку, культурному герою Эллею с чороном, поднятым высоко к небу. В этом священном сосуде в его руках будет храниться капсула времени, послание будущим поколениям нового столетия. Пусть сбудутся все благие пожелания. Пусть в мире и радости живут наши потомки.
Саха Республикадыгар Уруй! 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 Күндерсізіміз доктора! Сақа өтіргендер сөз елінен! Ура! Великой матушке России! Ура! Ура! Нерелерге буйметі текін, үре бұтыл бағайтыларынан, ұруйду кәрсәбіт, әйгін әдер сас. Үйрекеті таптал жалар қыстақ, сұлыстарға тарғанан ән үксе, әдер сас кімнара. Сиричит бол биеhe, edersa sireta. Para o opo do combate, bom! Lirire bıtsanır sana bit, eder etçimi cahıncılur bu. Qadaydu kettim, daydu bu dostum. Sahabı canın əyit sürəxin, sörgüdən berək birgə gərəksək, sarqulaq içat, sana üyə əygin, hayxalli. Творения мира принимали участие детские танцевальные коллективы «Сандал», «Одун», «Сюрприз», «Тетрис», «Калейдоскоп», «Кюн-Мичер», «Премьера», «Бриллианты Якутии», «Телерис», «Маска», молодежно-подростковый центр «Автобус радости», воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 3 имени Керемясова. Танцевальные коллективы «Эрель», «Сандал», «Арарты», «Өркөн», «Северное сияние», Государственный цирк Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых, Школа-студия современного танца «Завод», Федерация художественной гимнастики Республики Саха-Якутия, Театр Олонхо, Саха-академический театр имени Оюнского, Государственный академический русский драматический театр имени Пушкина, Театр народов Севера Гулун, Государственная филармония Республики Саха-Якутия имени Кривошапка, Государственный театр оперы и балета имени Сивцева-Сорона-Омоллона, Театр юного зрителя, Якутский колледж культуры имени Аграфены Макаровой, Арктический государственный институт культуры и искусств, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Аммусова, Якутский институт водного транспорта, коллектив коренных малочисленных народов Севера Дома дружбы народов имени Кулаковского, детская музыкальная театральная студия «Тускул» при Театре юного зрителя, Якутское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Саша Невский, Лопушинский Степан, Жатайская средняя общеобразовательная школа имени Скрябина, Мальчик Эллей, Дьяконов Дуалан,
АИ ГИГАТА, 3 Б-класс. Девочка Долгунча, Мишель Голикова, Себян-Кёльская школа имени Платона Ламутского. Волонтеры Министерства по делам молодежи и семейной политики республики. Якутский музыкальный колледж имени Марка Жиркова. Якутский художественный